Дружба для Коноха священна. Ради дружбы Конох готов на любые жертвы. Настоящего друга он любит как брата, уважает как отца и почитает как дорогого гостя. Защищая своего друга, Конох не щадит своей жизни. Он в равной степени познается и в дружбе, и во вражде. Великодушие – это мера отношения Коноха к врагу. На войне Конох должен соблюдать меру дозволенного по отношению к врагу, не давать воли чувству гнева и озлобления. Конох проявляет по отношению к побежденному врагу благородство и милосердие. Он предпочитает благородного врага ненадежному другу. Конох не должен применять оружие против безоружного врага. Тяжело раненному врагу он обязан оказать посильную помощь, так же, как сделал бы это для любого другого человека. Конох по возможности избегает поединка с более слабым противником, так как любой исход такого боя не прибавит ему славы, но может уронить его имя. Если же поединок неизбежен, то он должен дать противнику возможность выбрать оружие и быть снисходительным к нему. Конох не должен уклоняться от боя с сильным противником, но он всегда предпочитает мир войне, если такое возможно, без ущерба интересам народа, его чести и личному достоинству. Конох обязан бережно хранить лучшие традиции своей фамилии, помнить своих предков, уважительно относиться к своему прошлому и к истории своего народа. Конох в течение всей жизни должен заниматься совершенствованием своего духа и тела для того, чтобы служить своему народу с максимальной пользой. Конох отвечает за свои слова и поступки. Он выполняет данное им другим людям слово и никогда, даже ценой собственной жизни, не нарушает данной им клятвы. Здоровое честолюбие может быть присуще Коноху, но зависть к чужой славе или богатству недостойна его. Там, где зависть, не может быть человечности, а следовательно, искренности и милосердия. Чувство соперничества может помочь Коноху быстрее достичь цели, но оно неуместно по отношению к другу или брату. При этом соперничество во имя отчизны благородно, во имя личной славы недостойно. Конох должен избегать лжи и клеветы, как и людей, от которых она исходит. Он никогда не говорит о людях того, чего бы не сказал в их присутствии. О мертвых или попавших в беду Конох говорит хорошо или не говорит ничего. Правдивость и искренность Коноха истекают из мужества, но нет ничего более недостойного для него, чем лицемерие. Оно возникает из подлости и трусости и почти всегда порождает предательство. Учтивость и почтительность
не должно переходить в заискивание и низкопоклонство перед богатыми и влиятельными людьми. Особую почтительность конах должен проявлять только по отношению к женщинам и старейшим. При этом почтительное отношение к старшим – проявление воспитанности, к женщинам – проявление мужественности, а к младшим – проявление благородства. Ни при каких обстоятельствах конах не посягает на чужую собственность. Конах должен мужественно переносить все тяготы жизни, выпавшие на его долю, в том числе и физические страдания. Конах с уважением относится к своему оружию, чтит его, не обращается к нему без необходимости, никогда не применяет его ради наживы или неправедного дела. Конах бережно и с состраданием относится ко всему живому. Никогда без необходимости он не срубит дерево, не сломает травинку, не причинит вреда ни одному живому существу. Конах всегда готов к смерти, ибо нет ничего вечного в этом мире. Но конах не должен стремиться к смерти и без необходимости испытывать судьбу, ибо жизнь есть высший дар Всевышнего человеку. Смерть конаха должна быть такой же достойной, как и вся его жизнь.